Салам алейкум. Хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Если меня слышно, напишите, пожалуйста. Начинаем наш стрим. Итак, сегодня много новостей накопилось. Хотел обсудить их все. Салам алейкум. Хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Если меня слышно, напишите, пожалуйста. Начинаем наш стрим. Итак, сегодня много новостей накопилось. Хотел обсудить их все. Салам алейкум. Хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Если меня слышно, напишите, пожалуйста. Начинаем наш стрим. Итак, сегодня много новостей накопилось. Хотел обсудить их все. Салам алейкум. Хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Если меня слышно... И все. Что? Ты бы закрыл бы просто Google и все. Так, салам алейкум еще раз. Друзья, слышно меня, не слышно? Так, небольшие технические неполадки были. Если меня слышно, напишите, пожалуйста. А пока начинаем. Еще немножко не отошел от болезни. Всех хочу сразу же поздравить с наступившим месяцем Рамадан. Всех, кто держит пост, сабр вам. Пусть Аллах Тааля примет ваши молитвы в обоих мирах. Пусть даст вам силы, укрепит вас, укрепит ваш иман. Хотел я начать с того, что 4 марта произошло достаточно такое значимое событие в башкирском национальном движении. А точнее, мы провели онлайн-съезд, где, по моим подсчетам, там примерно было около 20 с лишним человек. 20 с лишним человек башкир из различных стран. Там из Америки, из Турции были, из Германии были, из Англии были. Я из Литвы был, да, ну и из других многих стран. Вот, мы обсудили различные вопросы, в том числе сегодняшнее положение башкирской нации, положение Республики Башкортостан, что делать, как нам дальше двигаться и как нам дальше развиваться. В итоге сформировали комитет. Назвали мы его Комитет Башкирского национального движения. Это пока временная, скажем так, организационная структура. И она будет действовать до того, когда мы не соберем Курултай Башкирского национального движения уже в реальности. Комитет назвали Комитет Башкирского национального движения за рубежом. Там мы открыли несколько направлений, выбрали руководителей этих направлений. Были такие направления, как по сфере языка башкирского, да, развитие его, сохранение языка. Руководителем этого направления был избран Ильшат Киндзябаев. Это наш башкир из Оренбургской области. Сейчас проживает в Германии, получил там политическое убежище недавно. Направление в развитии культуры, башкирской культуры, была избрана Айгуль Леон, достаточно известная активистка. Она проживает в Лос-Анджелесе в США, журналистка, в прошлом сайта Азатвык. Также был избран руководитель комитета по идеологии, башкирской идеологии. Его занял место Шамиль Амангильдин. Он проживает в Турции. Также был избран руководитель межконфессиональных отношений. Имя я его не могу сказать, но
Возможно, скоро вы услышите о нем. Также в сфере IT-технологий тоже этот человек попросил его как бы не озвучивать. А руководителем всего комитета выбрали меня. В дальнейшем, я думаю, что мы комитеты будем расширять еще по мере расширения вообще нашей деятельности. Вот. Наверное, самое первое, что мы сделали, где-то через, наверное, неделю, через две, мы выпустили обращение. Обращение к башкирам, к жителям Республики Башкортостан от Комитета Башкирского национального движения, где мы говорили о том, что мы призывали всех жителей Республики Башкортостан, чиновников, обращались к чиновникам, к предпринимателям, к различным руководителям, ну и вообще и к обычным людям, естественно, к интеллигенции, к элите. Все, кто на сегодняшний день проживает в Республике Башкортостан, все, кто вынужден так или иначе взаимодействовать с властью, мы им, скажем, к ним обратились с тем, чтобы они постепенно переходили на нашу сторону, на сторону Башкирского национального движения. Почему? Потому что вот тот момент, мы еще в будущем, сейчас попозже чуть-чуть обсудим этот момент, после того, как Путину, президенту России, Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест, после этого очень много изменилось. Очень много изменилось, и многие люди поняли о том, что Путин проиграл. Путин проиграл серьезно и окончательно. И уже тут многие люди начали делать ставки именно уже не на Путина, а на то, что он проиграл, и то, что нас всех ждут необратимые изменения. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что многие задумались, переосмыслили. Те, кто вполне возможно вначале и поддерживал эту войну, сейчас они все переосмыслили. И, скорее всего, сейчас все понимают то, что нужно что-то делать. Поэтому мы обратились с таким обращением, чтобы люди переходили на нашу сторону. Мы им пообещаем всем амнистию после того, как к власти в Республике Башкортостан придет демократическое правительство. Демократическое, национальное башкирское правительство. И люди, которые не запятнали себя своими действиями в разжигании, да, межнациональной различной розни, те, кто не запятнал себя в разжигании агрессии по отношению к Украине, кто не участвовал в призывах к войне и так далее. Вот те люди, они, в принципе, все попадают под амнистию. Все попадут под амнистию. Также мы пообещали амнистию и тем людям, кто на сегодняшний день воюет на территории Украины, с условием, что они уже сейчас начнут складывать оружие, либо обернут его против своих же командиров, перестанут их слушаться. Эти люди мобилизованные, контрактники, все они могут попасть под амнистию. И, конечно же, если они не совершали каких-либо преступлений, находясь там в Украине, против мирного населения, не насиловали, не грабили, не издевались над пленными и так далее. Вот. Добровольцы, вот эти вот люди, которые пошли на добровольческие отряды, различные там шеймуратовцы, да, то есть доставаловцы, там и другие сейчас много создают сейчас, пытаются создать добровольческих отрядов. Эти люди под амнистию не попадают, потому что они сами сознательно шли в Украину убивать людей, захватывать чужие территории. Эти люди под амнистию не попадают. Вот. Поэтому мы призываем всех еще раз одуматься, потому что в будущем, в любом случае, эта война будет проиграна Россией. Россию ждут необратимые изменения, крах режима. К власти в любом случае придут нормальные политические силы, которые за мир, которые настроены на то, чтобы Республика Башкортостан была независимым, процветающим,
демократическим государством, которое строило бы свои отношения со всем миром через хорошие, добрые взаимоотношения. А эти изменения, соответственно, повлияют на будущее нашей республики. Для этого надо готовиться. Для этого вы все должны принять то, что изменения необратимы, то, что и уже сейчас начинать отходить от этой власти, от хавировской. Не помогать им, стараться. Ну, я понимаю, что если человек работает, как бы, да, он не может там, да, уйти с работы, у него семья, там, кредиты, там, да, платить нужно за квартиры, дети, обеспечивать их надо и так далее, кормить. Все это я понимаю, и к ним никаких претензий, в принципе, нету. Если они сами не рвутся, еще раз говорю, что-то делать против башкирского народа, не преследуют наших башкирских активистов, не разжигают войну, не собирают добровольно сами там какие-то деньги на квадрокоптеры, там, да, на какие-то военное оборудование. Вот эти люди, они, конечно же, потом будут преследоваться по закону. Конечно же. Вы сами прекрасно видите, раз ордер выдали на арест на Путину, соответственно, все, кто был в высшем окружении у него, все, кто руководил регионами, все они точно так же попадут под суд. Наш Хабиров уедет в Гаагу точно так же. В наручниках вот так будет там сидеть. Мы все будем наблюдать за его процессом, как его будут судить. Вполне возможно, там и тоже близкое окружение, такие как там Бадранов, возможно, да, то есть Назаров тоже, возможно, поет. Остальных уже будем мы судить здесь, в Республике Башкортостан. Наш башкирский суд государственный, да, будет судить их всех. Вот. Поэтому вот этот комитет, который мы образовали, мы то есть продолжать будем работать. Открыли фонд, где мы будем аккумулировать деньги для различных целей наших. Эти цели мы обозначили. Цель, то есть там и развитие языка, помощь тем людям, кто бежит от мобилизации, беженцам политическим нашим различным. Цели, помощь с этого фонда на цели и задачи башкирского национального движения. Поэтому вот такие шаги уже сделаны. И сейчас основная наша задача, конечно же, собрать денег на проведение съезда Курултая башкирского национального движения уже в реальности. Да? Где он будет проходить, пока неизвестно. Мы планировали его, конечно же, провести вот уже в конце зимы, весной. Но, как видите, ничего не получается, к сожалению. Все, кто хочет помочь, реквизиты фонда есть в телеграм-канале Комитет башкирского национального движения. Он так и называется. Я еще снизу выложу здесь реквизит этого фонда. Все, кто может. Кстати, те, кто находится в России, те, кто может подвергнуться опасности, говорю, чтобы вы остерегались это делать. Я призываю это делать тех людей, кто находится за пределами Республики Башкортостан. Те, кто находится на территории Республики Башкортостан, не надо вам отправлять никаких денег, потому что вы можете потом попасть под преследование ФСБ. Ну, они найдут там причину, чтобы вас преследовать. Сейчас, тем более, я объявлен как террорист, экстремист, иностранный агент, поэтому любые переводы мне, то есть это может повлечь для вас последствия, да, плохие. Вот. Так что наша работа продолжается. От вас, от всех зависит самое главное то, что вы должны верить, что рано или поздно Республика Башкортостан будет независимым государством, что Республика Башкортостан наконец-то станет свободным, освободиться от колониального гнета Москвы, что мы, жители Республики Башкортостан, вне зависимости от национальности, сможем жить достаточно достойно в республике своей, богато. Наша республика обладает всеми для этого условиями, есть все условия для того, чтобы жить независимо, богато, несмотря на Москву. Те
Вот сейчас некоторые говорят, как мы проживем без Москвы, там, что мы будем делать. Но у нас в республике есть все для этого. У нас хорошая развитая промышленность, у нас хорошая инфраструктура, у нас огромные залежи различных полезных ископаемых. Мы платим, отдаем более 70% Москве. Все эти, представьте, что эти все 70% наших доходов мы будем оставлять себе, вместо того, чтобы отправлять в Москву. И это намного больше превысит те дотации, которые нам отправляет Москва. Плюс мы все вернем все наши предприятия, которые на сегодняшний день отобраны олигархами различными. Башнефть, конечно же, вернется в собственность Республики Башкортостан. Салават-нефтеоргсинтез, который сейчас принадлежит Газпрому. Ну и Башмедь, да, УГМК и так далее. Все вот эти предприятия, которые качают огромные барыши из наших природных ресурсов, из нашей земли, все они вернутся. Я хочу здесь как бы поправиться, да, что вернутся только те предприятия, которые были незаконно или мошенническим путем отобраны из собственности Республики Башкортостан. Те, которые были приватизированы правильно, честно, в принципе, они останутся у своих владельцев и так и дальше. Вот. Следующее, что я хотел обсудить, это, конечно же, скандал с мечетью, с нашей Ар-Рахим, вот этот недостроенный собор, да, то есть сейчас священный месяц Рамазан начался, конечно же, не хотелось бы поднимать этот скандал, но о нем надо говорить, потому что скандал вылился на всю Россию, все видели, да, как упал вот этот один из куполов минарета, одного из минаретов этого собора. Это, если честно, это, конечно же, позор. Это позор для Республики Башкортостан, как центра ислама России, да. Все говорят, что здесь находится Духовное управление мусульман России. Я считаю, что Духовное управление мусульман России на самом деле находится в Москве, в Кремле. Именно оттуда руководят всем исламом. Именно оттуда управляют всеми нашими муфтиями. Вот Айнур Бергалин там приехал, там даже каску белую одел, да, муфтий Республики Башкортостан приехал там на место аварии, где этот купол упал, посмотрел там, как будто бы у него есть какое-то, да, там образование для этого. Все это, конечно, со стороны смотрелось очень смешно. Вот. Позор большой. Я считаю, что нам... Ну, что мы можем в этом случае сделать? Конечно же, мы можем только давить на Хабирова. Хабиров, конечно же, он не будет достраивать никакой мечеть, он не будет достраивать. И при его жизни эта мечеть, точнее, при его политической жизни, да, то есть в Республике Башкортостан, пока он является главой, мечеть достроена не будет. Надо всем это признать. Почему? Потому что данная мечеть ассоциируется с Муртазой Рахимовым. И, конечно же, мечеть, даже если достроит ее Хабиров, все равно будет ассоциироваться именно с Муртазой Рахимовым. Ему это не надо. Он никогда Муртазу Рахимова не любил. Вот эти вот показательные его слезы, ну не слезы там, да, то есть, когда он ходил там прощаться с Муртазой Рахимовым, там Путин прилетал, это все ерунда. Он никогда Муртазу Рахимова не любил, как и Муртаза Рахимов его не любил. Все, кто помнит, да, Муртаза Рахимов его выгнал из Республики Башкортостан за огромные махинации, которые он здесь творил. За то, что он банкротил предприятия, за то, что он продавал места, депутатские места в Госсобрании Курултай. Все это делал Хабиров. И Рахимов его за это выгнал, да, уголовное. Даже не то, что выгнал, он захотел его посадить, завел на него уголовное дело, но тот сбежал, да, в багажнике машины, как говорится, выехал через Татарстан. Вот, и вывез его один из солистов Караван-Сарая. Такая фамилия его забыл, да, то есть, вот. Поэтому надо смириться с тем, что, я так думаю, что при Хабирове это не будет достроено. После того, как Хабиров уйдет, эта мечеть будет достроена в любом случае. Конечно же. Конечно же.
Если, конечно, вдруг не найдется какой-то там спонсор, который захочет вложить деньги, чтобы достроить эту мечеть. Но я сомневаюсь, сейчас тяжелое время у всех, мало найдется тех людей, кто захотят достроить эту мечеть. Вот. Дальше. Ну, еще хотел бы добавить по поводу вот этой мечети, да. Конечно же, необходимо провести вообще полное обследование, да, специалистов. Потому что когда сказали, что это, когда рухнул этот один из куполов, то есть сказали, что это там ошибка при монтаже, да. То есть надо посмотреть все. Потому что очень много было скандалов во время строительства. Очень нанимали различные бригады, которые, я так думаю, что, скорее всего, неквалифицированные, и просто отмывание денег большое было. Скандалы сотрясали друг с другом, друг за другом, точнее, да. Поэтому надо провести большую ревизию там, все осмотреть хорошенько и законсервировать. Законсервировать до... Ну, она и так сейчас, конечно, законсервирована, да, но именно нужно после хорошего осмотра. Я думаю, что после этого надо ждать, когда Хабиров уйдет, только после этого мы сможем достроить эту мечеть. Следующее, что я хотел обсудить, это прошедший скандал, да, в Республике Татарстан, когда в лицее, в одном из лицеев его, если я не ошибаюсь, там, по-моему, 168-й лицей, заставляли детей кричать «Я русский». Я болел, я хотел это на прошлой неделе все это обсудить, конечно, но так как я болел, пришлось на эту неделю перенести. Он немножко уже позабылся, но я считаю, что для нас, для башкир, для Башкортостана это тоже очень важно. Потому что вот то, что там произошло, это ни в какие рамки не вписывается. Это вот сегодняшнее поступательное наступление, да, на права коренных народов. Сейчас очень сильно взялись за Татарстан. Все это прекрасно видят. Как вот все, что сейчас делают с Татарстаном, все это происходило с Башкортостаном еще, буквально там, да, 5-6 лет назад. Тогда татары, конечно, особо за нас не заступались, смотрели, наблюдали. Сейчас все это дошло до них. Это был последний форпост, скажем так, из национальных республик, которые, скажем так, держали планку достаточно высокую среди всех национальных республик. Как-то пытались там, да, федерализм защищать. Вот сейчас время дошло и до них. Время дошло до них, Кремль добрался до них. Сейчас уже, я так понимаю, что, скорее всего, Миниханов сидит на большом крючке у Путина. И на него, скорее всего, возможно, есть какой-то компромат. Поэтому он даже не сопротивляется нисколько тому, что сейчас происходит в Татарстане. В Татарстане, насколько мы видим, да, за последние буквально несколько месяцев, то есть заставили сменить должность президента на главу, по-татарски они назвали себя Раис, убрали из Конституции Республики Татарстан суверенитет слова, убрали еще много каких других важных статей, таких там как гражданство, да, то есть о том, что Татарстан это мирная республика. И вот сейчас постепенно, кстати, ФСБ проводит обыски, там завело уголовное дело на Татмедиа, проводит проверку, да, там. И вот эти вот моменты, такие как происходили в лицее в Татарстане, да, то есть с криками там «Я русский», это все говорит о том, что сейчас имперская настроенная масса, она себя чувствует очень комфортно в Республике Татарстан, также и в других национальных республиках. Они себя чувствуют очень комфортно, очень защищенно. Они прекрасно знают о том, что их защищает Путин, их защищает государство, их защищает ФСБ. Никто не может им что-либо сказать против.
И даже когда вот этот скандал прозвучал на всю Россию, где дети, там же даже там сидели девочки, я видел, да, в хиджабах, укутанные, ну, укутанные, да, в платках мусульманских. Их даже, когда они говорили, что мы не будем поднимать руки, там начала эта женщина говорить, тогда вас надо лишать гражданства, да, вас надо депортировать. Вот. То есть она себя чувствует очень уверенно. И мало того, после того, как скандал этот поднялся, руководство этого лицея защитило эту учительницу, это учитель музыки была. Это говорит о том, что русский мир, так называемый, да, за который сейчас с мыслями, с идеями которого сейчас воюет в Украине, пытается завоевать Украину, да, пытается внедрить там русский мир, его сейчас максимально распространяет в массы, в сознание людей, в том числе и в национальных республиках. Скорее всего, вот я считаю, что там подготавливают людей к тому, что национальные республики скоро ликвидируют. Я так считаю, потому что все к этому идет. Все к этому идет. Массы зомбируют, массы готовят к тому, что мы все русские. Стараются сделать так, что все национально убить. Все, вот этот вот человек здесь, вот Бобрович, да, завалил всю ленту. Ну, пусть пишет, да, пусть люди видят, да, то, что есть неадекватные люди у нас. Так вот, я считаю, что идет подготовка к ликвидации национальных республик. Если в ближайшее время крах России не наступит, скорее всего, национальные республики ликвидируют. И людей к этому готовят. Все, кто может что-то сопротивляться, что-то говорить, их всех запугали. Кого не запугали, те уехали. Кто не уехал, тех посадили. Поэтому, скорее всего, вот нас ждет крах всех национальных наших республик. Но это, конечно, не спасет Россию. Ни в коем случае. Это еще больше озлобит. Они больше сейчас делают ставку, Путин, Кремль делает ставку на русских. Мы все это прекрасно видим. На русских, потому что русских большинство, 70, по последней переписи, там 74%, да, ну их, конечно, снизилась численность, но все равно. Хотя я бы не доверял этой переписи, потому что я считаю, что русских меньше намного. И в национальных республиках, где в Татарстане и в Башкортостане показано было о том, что русские увеличились в численности, я считаю, что это не так. Я считаю, что их наоборот уменьшилось. Просто Москва не хочет показывать, что в таких центральных национальных республиках, очень важных таких национальных республиках, как Татарстан и Башкортостан, они не хотят показать, что русских здесь становится меньше. Вот. Для них это очень важные регионы, очень важные национальные республики, которые они будут стараться максимально держать, зажав гайки, да, закрутив гайки. Потому что если начнется отсюда стихийное, да, восстание от республики Башкортостан и Татарстан, то рухнет вся Россия. Потому что мы находимся в самом центре. От нас уже недалеко Средняя Азия, откуда могут поступать к нам различные и помощь, и оружие, и люди могут приезжать, да, если мы поднимем восстание здесь. Поэтому именно я считаю, что удар будет больше всего, был по Башкортостану, его максимально скрутили как могли, да, то есть поставили вот этого коллаборанта Хабирова, который исполняет волю Кремля. Ну и сейчас взялись за Татарстан. Поэтому удары по Татарстану еще, я думаю, будут до тех пор, пока, не сделают из него послушную, скажем, республику, да, такую, как уже из которой сделали, как Башкортостан наш. Дальше хотела еще обсудить такую последнюю громкую новость, да, то есть это как ордер на арест Путину, да. Насколько вы знаете, все, Гаага выдала ордер на арест Путину. Это говорит о том, что Запад поднял ставки, поднял планку.
Никаких уже договоров, переговоров с Путиным не будет. Его будут добивать до конца, пока он не сядет на скамью подсудимых, ну или пока его свои не уберут. Свои могут точно так же его убрать. Это мы прекрасно все видели по вчерашней записи Иосифа Пригожина, да, вот этого продюсера, мужа Валерии, и сенатора Фархадова, да, то есть слили аудиозапись их разговора телефонного, где они там обсуждали политику сегодняшнюю, да, в стране, обсуждали самого Путина, обсуждали его близкое окружение, обсуждали, я так могу сказать, что нелицеприятно, очень много мата было, очень много злобы. Все они прекрасно понимают и прям друг другу говорили о том, что Россия идет к краху, что ей хана, что ничего уже не спасет, что Путин совершил ошибку, что все они там зажравшиеся, наверху сидят, все они тупые. Ну, это, да, их слова. Что они там тупые, ничего не хотят видеть, что за 22 года нахождения у власти Путина можно было отстроить Россию как Дубай, да, с Дубаем сравнивали, но наоборот, все пришло к краху. Вот. И это люди, элиты, да, это интеллигенция, это те, кто в достаточно высоких кругах крутятся, люди. И они так думают. Соответственно, так думают все другие. И если так думают в Москве, то точно так же думают и в Уфе. У нас в Республике Башкортостан точно так же вся интеллигенция, элита, чиновники, бизнесмены, все, кто умеют сопоставлять какие-то там факты, да, все, кто обладает критическим мышлением, все они понимают прекрасно, что страна, политика этой страны зашла в тупик, что Путин привел страну к краху, что ничего хорошего нас не ждет. Я очень часто общаюсь с разными людьми из Республики Башкортостан, звонят, общаемся, разговариваем, там есть и ученые, да, молодые ученые, есть и бизнесмены, есть и чиновники, есть, ну, и простой народ. И все они, конечно же, недовольны, сложившимся положением вещей. Все они прекрасно видят, что наша Республика Башкортостан использует как сырьевую колонию, что она бесправная абсолютно, что никто ничего не может сделать, что башкирский язык опустили ниже плинтуса. И все они поддерживают нас, наше национальное движение, башкирское национальное движение. Все они за то, чтобы Республика Башкортостан стала независимым государством. Все они прекрасно понимают, что только независимость Республики Башкортостан нас всех спасет. По-другому никак. По-другому мы уже не сможем, не вырулим. Даже если, еще раз говорю, если останется, пусть не Путин, но там его близкое окружение, допустим, Мишустин, да, придет к власти, свергнут они там, какая-то там коалиция, свергнет Путина, попытается там, отведет свои войска по рубежам 91 года, начнут пытаться договариваться с Западом, там, да, закроют границы, все равно санкции никто не снимет. Все равно мы будем платить огромные репарации Украине. Санкции, кстати, будут душить экономику. И будет только хуже, намного хуже. Даже Китай, который приезжал к нам, мы видим, что он не особо и не старается помогать. Казахстан точно так же перекрыл дорогу всем санкционным товарам нам, которые шли в Россию. Поэтому ничего хорошего не будет. Вот. И нас всех спасет только крах, развал России. И когда все субъекты России, национальные республики, вновь создавшиеся республики на месте сегодняшних областей, когда они объявят о своей независимости. И каждый будет уже сам за себя. Когда нам говорят, вот, что будут делать там Псковская область, там Кировская область, они, мол, бедные. Ну, вот если честно, вот на какое нам дело, нам, жителям Республики Башкортостан, до Псковской области? Вот какое нам дело? Абсолютно вообще никакого, до лампочки. Как они будут выживать? На то мир жестокий. Мир жестокий. Мы
должны думать о себе, о своих детях, о своих потомках. У нас все для того, чтобы жить независимо, богато, процветающе, все для этого есть. Как будут другие выкручиваться, я не знаю. Это их собственное дело. Возможно, будут объединяться. Объединяться для того, чтобы как-то экономически справиться. Возможно, объединяться там на несколько областей соседних, а там создастся какая-то там, ну, там Поволжская республика, допустим, там, да, или Северная республика. Я не знаю. Это их дело. Наше дело это сделать Республику Башкортостан процветающим государством, независимым, войти в состав, в семью других независимых государств, в ООН, ну и дальше процветающе жить, поживать, да добра наживать, как говорится, да? И вот здесь, что я еще хотел сказать, самое главное. Самое главное, хотел сказать о том, что когда наступит крах режима, когда мы объявим о независимости, когда, точнее, все уже население, да, начнет двигаться в сторону независимости, вот здесь самое главное, чтобы не нашлись силы, которые бы захотели сдать опять наши позиции. Не побежали бы в Москву или там с теми силами, которые там появятся в Москве, не побежали бы там подписывать с ними очередной договор, не заручаться там их поддержкой какой-то, да. Это нам не надо. Таких людей, я вам сразу говорю, прямо здесь, что таких людей мы будем пресекать, арестовывать и наказывать. Они все будут наказаны, если такие действия будут. Потому что, давайте вспомним 91 год. 91 год, 92 год, когда Муртаза Рахимов поехал подписывать договор, вот этот вот, да, федеративный договор. Первый федеративный договор, который подписала Республика Башкортостан с Москвой. Тогда очень сильно башкирское национальное движение было против этого подписания этого договора. Они не хотели подписывать. Они считали, что нам не нужно никаких договоров с этой Москвой, что мы должны быть независимыми. Но Рахимов все-таки подписал этот договор. Потом в 1994 году подписал уже двухсторонний договор. И в итоге нас в очередной раз кинули. Поэтому нам ни в коем случае нельзя наступать на эти грабли в очередной раз, потому что нас точно так же кинут в четвертый раз. 3 раза кидали, почему вы считаете, что нас в четвертый раз не кинут? Ну, это как вот доверять какому-то человеку, который 1 раз обманул, потом 2 раз обманул, потом 3 раз обманул, а вы все пытаетесь с ним о чем-то договориться. Сразу хочу поблагодарить тех людей, которые делают донаты. Спасибо вам большое за поддержку. Все, кто хочет поддержать, пожалуйста, здесь все реквизиты указаны. Спасибо большое еще раз. Так вот, я еще раз предостерегаю тех людей, которые захотят вдруг договориться поехать с Москвой. Ни в коем случае не делайте этого, потому что мы вам, во-первых, не дадим это сделать, да? Во-вторых, вы вновь подставите нашу всю республику, наш народ. Вы опять наш народ бросите в объятия Москвы, которая, возможно, на 10 лет нам даст какие-то поблажки, а потом снова нас прижмет, зажмет, отберет все. И заметьте, что с каждым разом, после того, как мы подписываем какой-то договор, с каждым разом наше положение нашего народа ухудшается и ухудшается. С каждым разом становится все хуже и хуже. Во время 1917 году, когда мы подписали первое соглашение, да, с советами, точнее, да, тогда все башкиры 100% разговаривали на башкирском языке. Тогда нас было около 2 миллионов. Давайте теперь посмотрим в 1992 году, когда подписали следующий договор очередной. Осталось нас на тот момент 1,5 миллиона. В Республике Башкортостан мы стали не самая большая нация, хотя на 1917 году мы были самой большой нацией. Сейчас очень много стало башкир, которые не знают башкирского языка. И я уверен, что А сейчас вот, кстати, да, после 91 года еще хуже стало, положение наше еще больше ухудшилось.
Поэтому после подписания следующего договора, я думаю, что наше положение, и когда нас в очередной раз обманут, наше положение еще будет хуже, нас еще больше сократится, нас еще больше ассимилируется, еще больше станет манкуртов, еще больше станут людей, которые будут топить за русский мир, такие как Бадранов, да, бегают там, убивают украинцев, продвигают русский мир. Поэтому сейчас вот открывается окно возможностей, этим окном возможностей мы должны воспользоваться. Раз и навсегда. Освободиться, стать независимым, пожить при независимости, ну, не менее там 30 лет, чтобы выросло целое поколение, а уже потом, возможно, мы с кем-нибудь и вступим в союз, какую-то конфедерацию там по типу Евросоюза, да. Вы заметите, что Евросоюз образовался из независимых государств. Из независимых государств. А нас сейчас пытаются там втянуть там, в какую-то федерацию, конфедерацию. Там, давайте вот здесь войдем в союз, вот здесь передадим полномочия центру. Не надо никаких полномочий передавать центру. Дайте нам пожить спокойно и независимо самим. Дайте нам укрепиться, встать на ноги, чтобы мы свой башкирский язык полностью во все сферы включили, чтобы у нас выросло целое поколение, которое знает башкирский язык, чтобы мы стали экономически независимым, чтобы у нас появились целые предприятия, международные предприятия, которые захотят работать в Республике Башкортостан. И только потом, возможно, мы захотим вступить в союз. И то не факт. И то не факт. Все будет зависеть, конечно, от народа. Теперь по поводу... Так, буду отвечать на вопросы. Тут сперва прислали такие вопросы. Очередные вопросы, конечно же, насчет касаемо татарско-башкирских отношений. Это прям любимая тема. Но отвечать надо, раз люди просят. Такой вопрос. Здравствуйте. Интересно было бы узнать, есть ли у вас решение конфликта с Татарстаном из-за северо-западного башкирского. И что вообще вы думаете о стравливании татар и башкир, если оно происходит? Многократно отвечал на этот вопрос, но отвечу еще раз. Итак, северо-запад Республики Башкортостан в основном населен, конечно же, татарами. Это никто не отрицает, так оно и есть. Однако, помимо татар, там проживают и другие народы, и в том числе там проживает много башкир, северо-западных башкир, которые разговаривают на северо-западном диалекте башкирского языка. Он есть, он существует. Об этом написано много научных трудов. Еще не сегодняшних ученых, не современных ученых. Еще при Советском Союзе были написаны труды. Кто не знает, можете поинтересоваться, загуглить. Так вот, северо-западный диалект башкирского языка есть. У меня есть родственники, которые с северо-запада, конкретно с Чешминского района, которые разговаривают, которые себя считают башкирами, но разговаривают на северо-западном диалекте башкирского языка. Также здесь, допустим, в Литве проживает такой вот Марат Шакуров. Он является племянником поэта нашего, да, Рашита Шакура, всем известного. Марат Шакуров разговаривает на северо-западном диалекте башкирского языка. Сам он себя считает башкиром. Неоднократно он делал видео, которые я выкладывал у себя на каналах, вы можете увидеть. Это такой вот полненький человек в очках, который разговаривает на северо-западном диалекте башкирского языка. Я с ним в скором времени проведу стрим, кстати, да, то есть не стрим, а интервью в своей рубрике «Башкиры мира». Так вот, по поводу проблем. Конечно же, стравливание это искусственное, оно идет из Москвы. Есть определенные люди на зарплате, как в Республике Татарстан, так и в Республике Башкортостан, которые сидят на зарплате и придумывают различные поводы, да, как бы стравить друг с другом башкир, как бы выдать какой-то очередной конфликт. Эти люди всем известны, фамилии я их называть не буду в очередной раз. Так вот,
все проблемы, которые есть между башкирами и татарами, они искусственно раздутые. Я считаю, что когда Республика Башкортостан и Республика Татарстан станут независимыми государствами, мы все вопросы решим между собой. Сядем за стол переговоров, посадим наших ученых, которые разберутся в истории, в каких-то там моментах спорных, да, поставим точки, подпишем какой-то там договор, соглашение, и я думаю, что все будет нормально, потому что нет на сегодняшний день на территории Российской Федерации ближе для башкир, чем татары, также нет для татар ближе, чем башкиры. Мы обречены быть вместе, мы соседи. В Коране, да, сказано о том, что сосед должен быть ближе для тебя, чем дальний родственник. Так вот, татары очень заинтересованы в том, чтобы Башкортостан был независимым государством. Мы очень заинтересованы в том, чтобы Татарстан стал независимым государством. Мы заинтересованы оба. Поэтому, когда у нас на северо-западе будет независимое тюркское, мусульманское государство, то есть мы будем уверены в том, что наши границы Запада защищены. Точно так же татары будут думать и о нас. Поэтому все вот эти конфликты искусственно раздутые, я считаю, что они не стоят и выеденного яйца. По поводу самого северо-запада есть горячие головы среди татар, которые говорят о том, что нам нужна независимость, мы хотим отсоединиться, провести референдум. Никто вам не даст провести референдум. Во-первых, для того, чтобы отсоединяться от нас, от Республики Башкортостан, для этого должны быть какие-то причины. Ну, допустим, происходит какой-то геноцид. Да? Допустим, если башкиры проводили бы геноцид над татарским народом, который проживает на северо-западе, не давали бы им изучать там свой татарский язык, запрещали бы его, тогда, возможно, да, можно было бы обращаться к мировому сообществу, попытаться как-то отделяться. Ничего подобного нету. Ничего подобного нету. На северо-западе множество, во всех практически татарских районах, компактно проживающих, где проживают татары, функционируют татарские школы, татарские детские сады. Там идет обучение. Конечно же, это же обучение точно такое же, как и в башкирских районах, да, то есть, точнее, в районах, где проживают компактно башкиры. Точно так же там до 7 класса идет обучение на родном языке, дальше уже переходит на русский, потому что ЕГЭ у нас мы все вынуждены сдавать на русском языке, все наши дети. Когда татары заявляют, что идет какая-то башкиризация, что мы их там пытаемся ассимилировать, перезаписать. Да, я знаю, что есть такая политика, как когда пытаются татар записать башкирами. Это политика, но это не мы делаем. Это не делают башкирские национальные деятели. Это не делает башкирская общественность. Это делает руководство Республики Башкортостан. Конечно же, это порочная практика, и мы с ней покончим. Конечно же, после того, как Республика Башкортостан станет независимым государством, мы проведем честную перепись, пригласим международных наблюдателей, и при них проведем честную перепись и установим, сколько татар проживает в Республике Башкортостан, сколько башкир проживает, сколько русских и так далее. Это нам всем важно в первую очередь знать. Дальше. Так вот, по поводу тех горячих голов, которые хотят отсоединиться. Так вот, у вас нет никаких оснований для того, чтобы отсоединиться. Татарстан существует как национальное государство татар, где татары реализовали свое право на самоопределение. Когда нам говорят, что мы, татары Северо-Запада, хотим реализовать свое право на самоопределение, вы уже реализовали свое право на самоопределение в Республике Татарстан. Как башкиры реализовали свое право на самоопределение в Республике Башкортостан. Те границы, которые на сегодняшний день есть, они такие, какие есть, такие, какие нам нарезали. Если мы сейчас будем переделывать границы, то это все не кончится добром, все это кончится большой кровью. Пожалуйста, вот вам примеры. Азербайджан, Армения. На территории Азербайджана есть Нагорный Карабах, который заселен компактно армянами.
Армяне решили выйти из состава, да, объявить свою независимость. Армения поддержала их, началась война. Началась война, которая длится уже сколько лет? Ну, с начала 90-х, то есть уже 30 лет, да, то есть это вторая Карабахская война, то есть первую войну Азербайджан проиграл, Карабах, можно сказать, там практически стал независимым под контролем Армении, а во вторую войну, уже когда армия была модернизирована, Азербайджан подготовился, помогла очень сильно Турция, Азербайджан вернул контроль над Нагорным Карабахом. Но сколько стоило жертв всей этой войне? Сколько людей погибло с обеих сторон? Вы этого хотите? Сколько татары готовы положить жизни ради того, чтобы попытаться отделиться? Сколько вы готовы положить жизни? Что вам не хватает? Почему мы не можем жить все едино в одной нашей республике? Пожалуйста, второй пример — Украина. Точно так же Донбасс, где говорили, что русских якобы ущемляют русский язык. Россия под предлогом защиты своих русских ввела туда войска, началась война, все это закончилось чем? Все мы прекрасно видим. Поэтому ничем хорошим это не закончится. Есть признанные границы у обоих республик. У Республики Башкортостан и у Республики Татарстан. Мировые, во всем мире эти границы знают. Они международно признанные. Поэтому любая попытка изменить границы, любая попытка каких-то сепаратистских настроений, движений, все это обернется тем, что на Республику Татарстан, если она будет поддерживать, да, вот эти сепаратные движения на северо-западе Башкортостана, наложат санкции, она потеряет союзника в лице Башкортостана, в лице башкир. Как только она попытается на северо-западе здесь что-то сделать, точно сразу же у ней на западе самого Татарстана начнутся точно такие же движения, потому что там очень много проживает русских. Они точно так же скажут: а почему, раз в Республике Башкортостан вы поддерживаете там, да, чтобы от Республики Башкортостан отделить татарские районы, почему мы не можем отделить русские районы Татарстана, да? То есть это вызовет цепную реакцию, которая, еще раз говорю, ничем хорошим не закончится ни для кого. А мы же, жители Республики Башкортостан, мы башкиры, мы будем защищать с оружием в руках территориальную целостность Республики Башкортостан в любом случае. Поэтому, чтобы у нас сохранились наши добрые дружеские взаимоотношения, мы должны признать границы, сегодняшние существующие границы. Мы должны отказаться от любых территориальных претензий и просто установить дружеские взаимоотношения. Вот и все. Так, еще следующий вопрос. Это очень была такая большая тема, да. Еще один вопрос был похожий. Сейчас я вам его зачитаю. Так. Такая Ника Павленко пишет. Вопрос такой. Я сама из Уфы, и у меня там много родных. Часть из которых по крови отчасти русские, отчасти украинцы, отчасти армяне, отчасти татары и башкиры. Да, мало ли в нас всего намешано. Согласны ли вы с тем, что для отделения Башкортостана от России первым делом следует выселить из Башкортостана русских, в том числе и тех, кто мечтает о независимости Башкортостана? Как это сделать, я не очень понимаю, но если этого не сделать, то Россия начнет их спасать. В кавычках сказано, да? Вот чего я боюсь больше всего. Нет, уважаемая Ника Павленко, я не считаю, что русских нужно выселять из Республики Башкортостан. Это ни в коем случае нельзя делать. Еще раз я говорю о том, что как только какая-либо из национальных республик начнет устраивать какие-то депортации народов, чистки какие-то этнические, она тут же попадет под санкции, она станет каким-то серым образованием территориальным, которое не признает ни одна мировая держава, ни одна международная организация их не признает. Наложит санкции. И эта страна, это государство, вновь новообразовавшееся национальное государство, национальная республика, она будет просто тихонько-тихонько деградировать. Погрязнет в междоусобице, в войнах, в разрухе. Ничем это хорошим не кончится. Конечно же, никто русских не собирается отсюда депортировать. По проекту Башкирского национально-политического центра
которую мы предлагали, там говорится о том, что все народы, проживающие на территории Республики Башкортостан, кто заинтересован в процветании Республики Башкортостан, все они будут составлять башкирскую политическую нацию. Все, кто... И, соответственно, все они должны дать будут присягу, да? Можно назвать это присягу, либо как клятву на верность законам Республики Башкортостан, на верность Конституции Республики Башкортостан. Все. И, пожалуйста, живи, пользуйся всеми благами. Все, кто не захочет дать такую присягу, они точно так же будут жить на территории Республики Башкортостан, но они будут лишены права участвовать в выборах, выбирать и быть избранными. То есть они не будут участвовать в политической жизни Республики Башкортостан. Те же, кто будут призывать к различным, к отделению от Республики Башкортостан, к каким-то сепаратистским, высказывать какие-то сепаратистские настроения, те люди будут лишаться гражданства, лишаться вообще любых каких-либо прав и будут выдворены из территории Республики Башкортостан. Такие люди нам не нужны. Те люди, которые не заинтересованы в том, чтобы Башкортостан развивался как демократическое, нормальное, свободное, независимое государство, те, кто нас будут пытаться тянуть вновь под колонию Москвы, такие люди нам не нужны. Никто их, конечно же, не будет ни расстреливать. Возможно, будет суд, если они успеют совершить такое, что принесет вред людям, да? Таких будут осуждены и посажены. Другие же будут просто выдворены из территории Республики Башкортостан. А так мы никого, естественно, не собираемся. Кто хочет жить в Республике Башкортостан, кто хочет свое будущее в Республике Башкортостан, кто хочет детям своим будущее, да, хорошее в Республике Башкортостан устроить, те будут жить, продолжать в Республике Башкортостан точно так же. Так, следующий вопрос. Ты в стриме посвященного Рахимову, говорил, что он, испугавшись проигрыша во втором туре, побежал к Путлеру за поддержкой. Но как Сергей Веременко вообще смог стать кандидатом? Разве в Конституции РБ не было прописан пункт об обязательном владении президентом башкирского языка? Если нет, то почему? Да, в одном из стримов, который посвящен был Муртазе Рахимову, а точнее его смерти, я там целый стрим посвятил ему. Там я говорил о том, что во втором туре, после того, как Веременко прошел во второй тур, Муртаза Рахимов поехал в Кремль. Все это знают, договорился с Путиным. Путин поддержал Муртазу Рахимова, отозвал Сергея Веременко, который выдвигался именно от московских сил. Вот. За это Муртаза Рахимов, конечно, пообещал отдать ТЭК, наш топливно-энергетический комплекс Республики Башкортостан. Весь, абсолютно. Вот, тут спрашивают, как мог вообще Веременко быть зарегистрированным. Но, к сожалению, хоть у нас и был такой закон, да, о том, что кандидат в президенты Республики Башкортостан обязан владеть башкирским языком, государственным языком. К сожалению, этот пункт никогда, скажем так, не соблюдался. Никогда не соблюдался. И даже до этих выборов, которые были в 1996 году, такой был от русских Аринин, русский националист, шовинист. Он точно так же выдвигался, и все знали о том, что он не знает башкирского языка. К сожалению, политика Муртазы Рахимова в 90-х годах, она была, знаете, такой половинчатой. Да, он сделал много для башкир, много для развития башкирского языка, башкирской идентичности. Он поднял дух башкир, вселил в них уверенность, что они находятся в своей республике.
Многие предприятия, все предприятия практически, да, перевел в собственность Республики Башкортостан. Много сделал для там и дороги уложил, и газификации, там и школу открывал и так далее. Много что сделал. Но в то же время, я еще раз говорю, он сделал и много таких дел, которые либо навредили Республике Башкортостан, либо никак не пошли ей на пользу. Вот этот закон, он никогда не соблюдался. Никогда не соблюдался, и любой мог зарегистрироваться у нас кандидатом. К сожалению, это так. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Так. После обретения независимости какие государственные акты или положения в Конституции будут приняты, дабы гарантировать людям, что наша страна не скатится в условный Туркменистан, Иран, Судан, Афганистан? Гарантия того, что в будущем не придет к власти какой-нибудь Аятова или Башкорт-Баши. Ну, какие государственные акты? Естественно, это Конституция. Будет принята Конституция, где будет четко прописано о том, что Башкортостан является правовым, демократическим государством, которое признает все международные законы, где будет указано, что религия отделена от государства, что Республика Башкортостан – это светское государство. Хотя у нас 2/3 проживает мусульман, все равно Республика Башкортостан будет светским государством. Вот. Самый главный наш закон – это Конституция. Все. И, естественно, сменяемость власти. Все это зависит будет от нас, от самих. И у нашей республика, я надеюсь, да, мы предлагаем сделать не президентскую, а парламентскую, чтобы исключить возможность вот того, как сейчас в Средней Азии президенты этих среднеазиатских стран, там, Туркменистана, там, да, Таджикистана и так далее, сидят по 30 лет, по 20, по 30 лет, несменяемые. Такого нам не надо. У нас президенты, точнее, премьер-министры, так как у нас будет парламентская республика, будут сменяться каждые 4 года. Выборы, честные выборы, под наблюдением независимых наблюдателей, и все. Так. Возможно... Так. Как быть с Оренбургской областью? Мы не граничим с Казахстаном. Я уже несколько раз говорил о Кумандыкском коридоре. Также там был вопрос, я сейчас не могу его зачитать, не могу найти его, но я помню, о чем там. Там был о том, что раз башкиры заикаются о Кумандыкском коридоре, о возврате, то вот этот вот на востоке, со стороны Челябинской области, врез в Республику Башкортостан, да, вот этих горно-заводских районов, как мы будем поступать с ними, будем ли мы их возвращать? Значит, я еще раз повторяю, что мы признаем все границы ныне существующие Республики Башкортостан. Мы не претендуем на другие территории. Да, нам жизненно необходим и жизненно важен Кумандыкский коридор в Оренбургской области, чтобы выйти на границы с Казахстаном, с нашей братской страной. Как мы будем это достигать, чтобы заполучить этот коридор? Я думаю, что мы будем договариваться либо с Оренбургской областью, которая станет на тот момент либо там Оренбургской республикой, либо какой-то другой республикой. Либо, если там ничего не образуется на ее территории, то земли будут поделены между 3 образованиями, как мы сейчас, в принципе, уже разговариваем. Разговор об этом идет. Между Уральской республикой, которая претендует на восточные территории Оренбургской области. То есть нам отойдет Кумандыкский коридор, это Гайский и Кумандыкский район. Другие нам районы не нужны абсолютно, потому что они, еще раз повторяю, почему. Ну и западная часть, возможно, отойдет Татарстану. То есть им тоже нужен выход. Какая-то часть отойдет Казахстану, да, возможно. Все это будет решаться через договора. Сядем за стол переговоров, будем разговаривать. Никакие территории нам силы отнимать ни в коем случае нельзя. Я уже до этого говорил, что за этим последует. Точно так же нам не надо
присоединять те территории, которые на сегодняшний день компактно заселены русскими. Вот нам говорят про Оренбургскую область, там, да, что с ней делать, это наши земли. Но они на сегодняшний день заселены русскими. Там проживает около 2 с лишним миллиона русских. Вы что, хотите присоединить к нам 2 с лишним миллиона русских? Когда нам говорят, Челябинская область, вся территория наша башкирская когда-то была, надо ее назад возвращать. Я понимаю, я знаю, что эта вся территория была когда-то башкирская. Но там проживает 4 миллиона русских. Вы хотите их всех присоединить к Республике Башкортостан? Но тогда это не будет Республика Башкортостан. Тогда на этой территории башкир, сейчас если мы составляем 30%, то уже на всей этой территории башкир будет меньше 10%. А русских будет практически 80%. Вы этого хотите? О каком развитии тогда башкирского народа может идти речь? А если их присоединять без согласия русских, то как вы собираетесь это делать? Ну вот русские скажут, которые проживают на территории Челябинской области, что мы не хотим присоединяться к Республике Башкортостан. Не хотим стать Республикой Башкортостан. Мы хотим стать Уральской республикой. Что мы будем делать? Воевать с ними будем? Сколько мы башкир готовы положить для того, чтобы вновь вернуть эти земли? У башкир была когда-то огромная территория. У литовцев была когда-то огромная территория. Но однако они не заикаются. Их территории доходили до Черного моря. Часть Украины была в составе Великого княжества Литовского. Однако никто сейчас из них не заикается о том, чтобы вернуть эти земли. Потому что все прекрасно понимают, что это было давно. После этого много что произошло. Какой состав поменялся на этих землях. По поводу же горно-заводских районов, вот этих, которые врезаны в нашу, скажем так, восточную часть Республики Башкортостан, то я думаю, что, возможно, да, мы будем разговаривать с Уральской республикой, с ее руководством. Возможно, какие-то изменения в границах будут. Но об этом говорить еще рано. Нам сперва нужно укрепиться в своей республике, сделать ее процветающей, независимой, обеспечить всех своих граждан всем самым необходимым, чтобы они не чувствовали себя незащищенными. И только потом уже думать о других землях. Если наша Республика Башкортостан, вот запомните, пожалуйста, эти слова, станет богатым, процветающим государством, таким как Швейцария, таким как Дубай, да, таким как Австрия. Австрия, напомню, что она меньше республики по территории, меньше, чем Республика Башкортостан. Швейцария меньше, чем территория Республики Башкортостан. Так вот, если мы станем процветающим государством, где будет хорошо работать экономика, где зарплаты будут большие у жителей Республики Башкортостан, где будут социальные различные доходы у населения, где будет бесплатная медицина, бесплатное образование, пенсии высокие будут платиться, минимальный прожиточный уровень будет очень высокий. Тогда сами соседние республики, если они будут проживать не так богато, захотят к нам присоединиться, сами попросятся, сами вспомнят о корнях, скажут, что мы башкиры, давайте мы к вам присоединимся, пожалуйста, возьмите нас в состав ваш. Понимаете, вот только так можно. И когда башкир станет на территории Республики Башкортостан, на территории большинство, когда мы будем плодиться, когда в семьях будет минимум по 4 ребенка, когда будет взрывной рост населения, тогда, да, можно будет уже разговаривать о том, чтобы соседние регионы к нам захотели присоединиться. Пока же мы у себя в республике не составляем большинство. Поэтому я думаю, что все эти вопросы о территориях, их надо забыть. Нам надо сейчас сконцентрироваться именно на независимости нашей республики. На нашей республике, на нашей территории. У нас большая территория. Я у себя на канале, в телеграм-канале «Тот самый из башкортов» выкладывал как-то список стран, независимых стран, которые меньше по территории, чем Республика Башкортостан. Там огромное количество на сегодняшний день развитых, богатых, независимых стран. Я еще раз говорил, да, что вот все балтийские страны на сегодняшний день, это Литва, Латвия, Эстония, все они меньше, чем Республика Башкортостан. Австрия меньше, Швейцария меньше.
но и многие другие. Голландия меньше, да, то есть Нидерланды. Как они хорошо живут. Поэтому у нас территории на самом деле много. Нам не надо других территорий. У нас все хорошо с этим. Нам надо развивать свою. У нас огромные природные ресурсы, огромная, красивая, большая природа, да, где можно развивать туризм, со всего мира будут ехать к нам. Вот нам над чем надо думать, а не над тем, чтобы там как бы вернуть наши земли. Те башкиры, которые проживают на сегодняшний день в Самарской области, Саратовской области, это исторические башкирские земли. Но вы и что? Вы хотите вновь их вернуть, что ли? Но это же это нереально, это нереально. Я предлагаю тем башкирам, которые на сегодняшний день там проживают, если у них сохранилось самосознание башкирское, вернуться, переехать в Республику Башкортостан. Там их ждет ассимиляция, неминуемая ассимиляция. Посмотрите по результатам переписей. Каждый год там численность уменьшается. То же самое происходит и в Свердловской области, и в Пермском крае, и в других областях. Все эти башкиры, если они хотят остаться башкирами, если у них есть национальное самосознание, если они хотят, чтобы их дети были башкирами и разговаривали на башкирском языке, они все должны переехать в Республику Башкортостан. Здесь мы будем всех ждать, обеспечим условиями, примем всех, работой, жильем. Всех ждем. Пожалуйста, переезжайте, потому что вы нам здесь нужны. Вы нам нужны для того, чтобы строить нашу будущую независимую Республику Башкортостан. Сегодня стрим немножко затянулся. Я еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто отправляет донаты, перечисляет финансы. Спасибо большое. Ваши деньги очень нужны. Здесь задали несколько вопросов. Я в самом чате я почитаю. Сейчас, возможно, какие-то успею ответить. Так. Садреддин Камалов. Салям Руслан. Был Садреддин Селяби Өлкәһеннән. Башкорт шундай һорау бар. Безгә нисә кешеләр кәрәк гаскәргә? Рахмет. Валейкум ассалям, Садреддин. В любом случае, конечно же, башкирам нужна своя армия. Я думаю, что не менее 10 тысяч башкирская армия должна составлять по численности. У Заки Валиди армия была 10 тысяч. Кто-то говорит 12 тысяч. Вот. Но сегодняшняя территория Республики Башкортостан намного больше. Я думаю, что от 10 до 30 тысяч, наверное, такая армия нам нужна будет. Конечно же. И зачатки этой армии, я думаю, будут все-таки ядро этой армии, начало этой армии будет зарождаться на территории Украины в борьбе против рашистских войск, вот этих имперских войск. И уже оттуда эта армия придет на территорию, командиры, уже которые прошедшие боевой опыт, придут уже на территорию Республики Башкортостан. И здесь у нас будет создана своя национальная армия башкирская. Армия Республики Башкортостан. Так. Альфия Узянбаева, салям айта. Валейкум ассалям. Так. Такой вопрос у меня. Что ждет Башкортостан с начала лета? На сегодняшний день вообще судьба Башкортостана зависит от того, что происходит на востоке, точнее, не на востоке, на западе России. Точнее, то, что там, где сейчас идут боевые действия, в Украине. Именно там решается судьба Республики Башкортостан. Я уже говорил о том, что какие варианты развития событий ждут Республику Башкортостан. Это либо Россия в любом случае проигрывает, это надо сразу сказать, да? Вот. Либо боевые действия останавливаются, в Украине возвращаются ее земли оккупированные, и власть Путина смещается его приближенными, такими как там Мишустин там, или Шойгу, или еще кто там, да, и Россия превращается в Северную Корею-2. Закрывает границы, здесь устанавливается режим. Это, конечно, Россию не спасет, это рано или поздно все равно агония продлится, буквально еще так. Но тогда агония продлится где-то лет на 30, на 40 еще.
и потом все равно будет развал. Но за эти 30-40 лет, я думаю, что наше население еще больше оболванится, еще больше станет манкуртным. Посмотрите, пожалуйста, на жителей Северной Кореи. Если кто не видел, есть видео в ютубах, пожалуйста, посмотрите. Там действительно население зомбированное. Они считают, что они живут лучше всех, хотя там очень жестко, да, то есть они и голодают, как бы там, да, и их прессуют вовсю, там, арестовывают, расстреливают и так далее. Так вот, вот то же самое будет ждать и Россию, ну и в том числе и Республику Башкортостан. А самой Республики Башкортостан, конечно же, не останется. Как я сказал, ее ликвидируют. И второй вариант, если власть Путина рухнет, и рухнет власть не только его, и всех его приближенных, всех их сметут, это будет революция, либо это будет еще что-то, либо другое, либо сюда войдет освободительная армия со стороны Украины, тогда да, тогда наша Республика Башкортостан ждет независимость. Конечно же, мы должны будем поддержать у себя в республике, восстать в это же время, снести Хабирова, снести всех преступников хабировских, захватить власть и делать Республику Башкортостан независимым, свободным государством и уже без какой-либо агрессии. Вот что ждет Республика Башкортостан. И это все будет уже ясно, я так думаю, что этой весной и летом все очень сильно изменится и очень сильно станет ясно, что будет ждет нас всех в будущем. Потому что я так думаю, что этой весной, этим летом в Украине пройдут большие операции военные, наступления, контрнаступления, ну и по итогам которых, наверное, все станет ясно. Так, ну еще несколько вопросов отвечу. Так. Бобер, везде бобер. Так, ну, вопросов особо не вижу здесь. Идет споры. Вот. Так, ну, наверное, на этом все. Спасибо большое за эфир. Всем, кто присутствовал. Так. Сейчас еще вот здесь посмотрю. Когда будет это, арест Путина и его друзей? Будет, в любом случае будет. Мы все это увидим. Я вас уверяю. Так, ну все, на этом. Спасибо большое. Рад был всех видеть. Еще раз всех, кто держит пост. Всем я пожелаю вам блага, савр, терпения и довольствия Аллаха. Так, а вот вопрос пришел, да? Почему вы против свободного ношения и приобретения производства оружия в будущем Башкортостане? Я не против. Мало того, в нашем проекте республики, проекте свободного Башкортостана от Башкирского национально-политического центра есть такой пункт о том, что те люди, которые отслужат в вооруженных силах Республики Башкортостан, в нашей башкирской армии, они могут иметь право на свободное владение, приобретение и владение оружия огнестрельного. Я за то, чтобы оружие было у всех. Когда-то башкиры все имели оружие, имели кузницы, мы боевой народ. Пока нам и сами изготавливали хорошо оружие, у нас были свои тайные изготовления, да, вот это ковали, сабли, ножи, умели обращаться с железом очень хорошо, пока у нас пока нам не запретили кузницы, да, вообще и любое оружие у башкира запретили, это был царский указ Анны Иоанновны, вот. Ну все, спасибо большое, всем салам алейкум, хау булыгыз, хурмәтле милләттәшләр, всего хорошего,
До следующего стрима. Подписывайтесь на мой канал, YouTube канал, подписывайтесь на мой Telegram канал, распространяйте. Чем больше людей будут знать, тем лучше, тем мы будем сильнее. Спасибо всем за донаты. Если вы переводите, вы делаете благое дело. Спасибо большое всем. Хау булығыз. Хурметлі милләттәшләр.